собак. Здравствуйте! Рада новой встрече с вами. Ребята, рассмотрите рисунок. Какое время года на рисунке? Да, ребята, весна. Снег начал таять. Таять значит, снег начал превращаться в воду. Снег растаял, значит, весь снег превратился в воду. Снега уже нет. Что еще может таять? Конечно, лед может таять. Мороженое летом может растаять, если вы будете есть его очень-очень медленно. Видите, мороженое тает. Жалко мороженое. Ребята, повторите. Таять, растаять. Посмотрите, люди легко одеты. Дети вешают скворечник. Скворечник – это домик для птиц. Вот он. Почему такой домик называется скворечник? Есть птица-скворец. Обычно осенью скворцы улетают на юг из холодных северных стран, а весной прилетают назад. Люди всегда рады скворцам. Они делают для них домики и вешают на деревья. И такие домики называют скворечниками. Повторите. Скворечник. Вы, наверное, уже догадались, какая у нас сегодня тема. Весна. И не только. Посмотрите, что это за число? Обычное число? Обычный день? Нет, это праздничный день. Это подарки, цветы, торт. 8 марта любят наши бабушки, мамы, сестры и ваши одноклассницы. Этот праздник любят все девочки. Да, у нас еще одна тема урока. 8 марта – женский день. Итак, тема урока – весна. 8 марта – женский день. Сегодня на уроке мы с вами будем читать и говорить о весне и о первом весеннем празднике 8 марта. А еще мы поможем художнику. Как? Расскажу позже. И, как всегда, слова, которые, может быть, для вас новые. Слова «скворечник», «таять», «растаять» вы уже знаете. Давайте прочитаем все слова еще раз. Скворечник, таять, растаять. Ручей, ветка, лодка, берлога. Ручей. Что такое ручей? Ребята, посмотрите. Это река, большая река. Это тоже река, но она не очень большая. Мы можем сказать так, речка. А это ручей. Ручей совсем маленький. Повторите. Река, речка, ручей. Это ветка. Ребята, как вы думаете, это зимняя ветка или весенняя ветка? Зимняя ветка. Почему вы думаете, что это зимняя ветка? На ветке лежит снег. На ветке нет листьев. А это какая ветка? Зимняя или весенняя? Весенняя. На ветке появились зеленые листья. И не только листья. На ветках появились первые цветы. Лодка. Ребята, это лодка. На картинке тоже есть лодка. Вот она. Но она не настоящая. Она сделана
из бумаги. Видите, дети пускают по ручью лодку из бумаги. Еще одно слово, которое, может быть, вы не знаете. Берлога. Берлога – это дом медведя. Посмотрите, как выглядит берлога. Так спит всю зиму медведь. Этот медведь, наверное, скоро проснется, ведь уже почти весна. Вы заметили, какой стала природа? Какое небо, какое солнце, какие деревья, земля. Ребята, а какие бы вы взяли краски, чтобы нарисовать весну, а зиму? Предлагаю разложить цвета по корзинкам. Видите образец? Если у вас есть рабочие тетради, вы можете в ней выполнить это задание. Оно на 35-й странице. У вас есть для этого время. Ребята, давайте посмотрим, какие цвета весны, а какие зимы. Некоторые цвета подходят и к весне, и к зиме. Вы, наверное, их увидели. Ребята, какое небо весной? Небо голубое или небо синее. Солнце какое? Солнце яркое. Листья на деревьях какие? Листья на деревьях зеленые. Зимой снег чистый, а весной снег грязный. Зимой дни холодные, а весной дни теплые. Зимой погода часто пасмурная, а весной погода ясная. Ребята, помните, в начале урока я говорила, что мы с вами поможем художнику. Это мы сделаем сейчас. Рассмотрите картинку. У художника перемешались времена года. Здесь и зима, и весна, и лето, и осень. Давайте все приведем в порядок. Что бывает зимой? Зимой дети лепят снеговика. Видите, мальчик катает шар, чтобы сделать снеговика. Зимой катаются на коньках. Следующее время года – весна. Что бывает весной? Весной на реках тает лед. Появляются первые цветы. На деревьях появляются зеленые листочки. Весной делают скворечники и вешают их на деревья. Дети сажают цветы. А что бывает летом? Летом купаются в речке, загорают, ловят бабочек. Ребята, как вы думаете, это правильно ловить бабочек? Думаю, неправильно. Бабочка должна жить в лесу, в поле. Помните мальчика, который хотел забрать ежика из леса? Он молодец, он оставил ежика в лесу. А что бывает, ребята, осенью? Осенью листья желтеют, птицы улетают из холодных северных стран на юг. Люди собирают урожай. У художника одна картинка, а мы ему помогли, показали,
что из одной картинки можно и даже нужно сделать 4. Одна картинка о зиме, вторая картинка о весне, третья о лете, а четвертая картинка об осени. Что еще происходит весной? Тает снег, везде бегут веселые ручьи, а еще заяц меняет шубку. Зимой заяц белый, а весной, летом, осенью он серый. Ребята, как вы думаете, почему? Посмотрите внимательно на картинки, ответ вы найдете там. Ребята, белого зайца на белом снегу трудно увидеть, а серого зайца трудно увидеть среди травы, деревьев. Так умные зайцы спасаются от своих врагов. Весной просыпаются медведи и выходят из своих берлог. Весной они очень-очень опасны, потому что голодные. Из-под снега появляются подснежники. Посмотрите, какие прекрасные цветы. Они такие маленькие, нежные. Они боятся холода и снега. Скоро Бишкек превратится в город тюльпанов. А еще у нас весной много праздников. 8 марта, Норуз и другие. А первый весенний праздник – 8 марта. Посмотрите, знакомая картина? У вас, наверное, тоже так бывает. Как вы думаете, какой это день? Уверена, вы угадали. 8 марта – праздник. Почему вы думаете, что это праздник 8 марта? Бабушка, мама, сестра сидят на диване, а папа и братья несут им подарки. Кому подарят платок? Бабушке. Бабушкам всегда дарят платки. Кому подарят цветы? Думаю, тоже бабушке. Кому подарят куклу? Сестре. А что подарят маме? Что-то интересное в коробке. Прослушайте стихотворение Нестеренко. Мама, бабушка, сестра все нарядные с утра. Принимают поздравления, хоть у них не день рождения. Каждой праздничный подарок и букет, он очень ярок. А еще сюрприз их ждет. Испекли мы с папой торт. Перемыли всю посуду, навели порядок всюду. Мы забыли свою лень. Вот что значит женский день. А сестра спросила нас, это будет каждый раз? Ребята, какой вопрос задала сестра? Это будет каждый раз? А что это будет каждый раз? Чтобы ответить на вопрос, вспомним, что сделали брат и папа. Я даже могу вам подсказать. Они каждый приготовили подарок. Что еще сделали папа и брат? Это подсказка для вас. Приготовили букет. Еще что? Испекли пирог и вымыли посуду. Видите, какие они молодцы. Почему сестра спросила, это будет каждый раз, то есть всегда? Ребята, я думаю, что особенно приятно, когда пироги печет не только мама или бабушка, но и брат, папа,
А подарки приятно получать не только по праздникам. И если вы, мальчики, будете почаще мыть посуду и вообще помогать мамам, они будут очень рады. Ребята, а что подарите вы? Я вам советую подарить пятерки. Много-много пятерок. И не только 8 марта, а всегда. Для собак. Наш урок заканчивается. Сегодня мы говорили о весне, о первом весеннем празднике. Помогли художнику найти ошибки. До свидания, ребята. До новых встреч!